Дети, давайте допоможем Тане правильно вымовить слово «скажем». Подрихтовались и... Тут часто можно почуть слово «дапамога». У другим А Астрамечевской средней школы дети учатся дапамагать один одному. Это класс инклюзивного навучания, где на ровных занимаются дети с обмежованными магчимостями здоровья и якие не имеют таких обмежований. У инклюзивном классе агульная для всех программа, але акрамя гэтага есть и додатковые занятки с наставником-дефектологом. Очень важно находиться в обществе ровесников, потому что они слышат правильную речь, тем самым учатся общаться правильно. Естественно, это будет способствовать дальнейшему развитию. Такая система навучания идет на користь деткам с особливостями здоровья, кажут батьки. Учителя проводят достаточно хорошую работу, и дети адекватно воспринимают, нету трудностей в общении, и все благополучно. Таня Котович с задовольнением занимается особенно с наставником-дефектологом, але и в классе активная, как и все. У меня есть, не знаю сколько друзей, но очень много. Это Даша, Полина, Саша, но все девочки из класса. Сутнасць інклюзіўнага класа роўнае стаўленне да ўсіх вучняў. Яны ўсе таленавітыя і кожны індывідуальны, упэўненая настаўніца другога А Любоў Гайдай. Возможно, старт у детей разный. То есть дети развиваются скачкообразно. Одни быстрее, другие медленнее. Но я уверена, что у этих детей все получится. У 2015 году Астрамечевскую школу включили у экспериментальный проект, а еще ранее у 2007 были открыты первые классы интегрованного навучания и выхования. На данный момент у нас 283 учащихся в школе, 10 учащихся обучаются по программам спецобразования с трудностями обучения и тяжелыми нарушениями речи в классах интегрированного обучения и воспитания. И 12 учащихся обучаются по индивидуальным экспериментальным учебным планам в классах инклюзивного обучения образования. За апошние 10 годов, кажут педагоги, колькасць дзяцей, якія патрабуюць асаблівых умоў навучання, выросла ў 10 разоў. І сёння настаўнікі робяць усё, каб кожны вучань адчуваў сябе ў школе роўным сярод роўных.